Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Взяв фотокамеру и блокнот, я часто отправляюсь в дальние поездки по полуострову, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому вместе с телекомпанией АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Грустное и странное впечатление производит это место, равнодушно пересекаемое с севера на юг железнодорожной линией и пыльным шоссе Симферополь-Севастополь, голые холмы, кургановидные насыпи, среди которых разбросаны остатки каких-то построек. С этих слов в 1925 году начал свое описание Эски-юрта крымско-татарский художник и ученый Усеин Баданинский. За десятилетия, прошедшие с той поры, многое изменилось на здешних равнинах. Бахчисарай, веками уютно теснившийся в горном ущелье, хлынул на простор и заполнил степи новыми кварталами. Эти кварталы встали над руинами древнего города, который стоял здесь задолго до того, как был основан Бахчисарай. Жители ханской столицы называли его Эски-юрт, то есть старое становище или старая ставка. А как назывался этот город до того, как стать старым, не помнили даже бахчисарайцы ханских времен. И при ханах, и при царях, и при советах Эски-юрт считался небольшим селением, отдельным от города. В кампанию сталинских переименований он стал называться селом Подгородним и лишь позже был поглощен городом, превратившись в западный микрорайон Бахчисарая. Однако Эски-юрт далеко не всегда выглядел как скромное село на городской окраине. В золотоордынские времена он был гораздо больше и гораздо многолюднее. Об этом свидетельствует величина древних кладбищ, что располагались при нем. Первое из них называлось Кырк-Азизлер и являлось одним из наиболее старых и наиболее крупных мусульманских кладбищ на всем полуострове за пределами Старого Крыма. Сейчас мы видим на его месте лишь пустое поле, а еще 60-70 лет назад это поле было усеяно сотнями надгробных памятников золотоордынского времени. Простояв невредимыми по 5 и по 6 веков, в советское время все они были пущены на строительный камень. Но задолго до того, как это случилось, Усеин Баданинский и его сотрудники успели зарисовать и сфотографировать многие из них, и даже перевезли 2 дюжины памятников в музей Бахчисарайского дворца. Здесь, на ханском кладбище во дворце, они и хранятся до сих пор. Теперь это единственное место, где можно увидеть надгробие с ордынского кладбища Кырк-Азизлер. На памятниках высечены орнаменты, которые были в ходу в ордынское время. Каменные плетенки, геометрические розетки, а на некоторых даже изображены горящие светильники, наподобие так называемых сирийских ламп, которые было принято ставить в нишах мечетей. Среди арабской вязи надписей можно разобрать имена и даты: Шах Хатун, 1316 год, Хасине Хатун,
1367, Мухаммед Кареми, 1409 год и многие другие. Кырк-Азизлер было не единственным кладбищем в Эскиюрте, что еще раз доказывает былую многолюдность древнего города. Второе кладбище располагалось здесь, почти в центре поселения. И если от Кырк-Азизлер на сегодняшний день не осталось и следа, то тут, над крышами современных домов, до сих пор воздымаются купола старинных построек. Они выглядят словно миражи из другого мира, и в то же время они абсолютно реальны и могут поведать о многом. То, что Эскиюрт превратился из города в скромное село, скорее всего связано с распадом Золотой Орды. Когда Крым стал самостоятельным ханством, то неподалеку отсюда, в долине, была основана новая ханская столица Бахчисарай, и большинство жителей Эскиюрта, видимо, переселилось туда. Старое селение почти опустело, однако надолго сохранило за собой значение важного религиозного центра. Здесь располагалась мусульманская святыня, которую просветитель Исмаил Гаспринский относил к 8 наиболее почитаемым в Крыму – Азиз Малик Аштера. Из всех культовых построек Азиза до наших дней уцелело лишь 5. 4 старинных мавзолея и одиночный малый минарет. Познакомимся с ними поближе. В этом мавзолее была похоронена знатная дама. Об этом известно из надписи над входом, которая гласит: «Этот приют приказал построить Мухаммед Шах-бей для своей матери Бивиде Султани, дочери Аджаган-бея». Надпись не сообщает даты, но сам архитектурный стиль мавзолея подсказывает, что возраст здания, вероятно, не менее 600 лет. Чуть поодаль от мавзолея Бибиде Султани стоят еще 3 усыпальницы, в том числе и эта, которую традиционно принято называть мавзолей Мехмед-бея, хотя на самом деле имена похороненных здесь людей нам неизвестны. Можно видеть, что по стилю он значительно отличается от мавзолея Бибиде Султани, и, скорее всего, это здание было возведено несколько позже. Самое заметное из всех зданий Эскиюрта – это величественный мавзолей 3 крымских ханов. Азиз Малик Аштера издавна служил местом погребения для высокой ордынской знати, и крымские ханы из рода Гераев продолжили эту давнюю традицию. Под высоким куполом этой постройки похоронены 3 крымских правителя – дед, сын и внук. Мехмед II Герай в 1584, Саадет II Герай в 1588 и Мехмед III Герай в 1629 году. Удивляет поразительное сходство судьбы этих 3 правителей. Каждый из них в свое время поднял восстание против османов, погиб за пределами Крыма и был с почетом привезен сюда, в фамильную усыпальницу. Совершенство форм этого здания и его близкое сходство с лучшими образцами стамбульских мавзолеев заставляет вспомнить о том, что в Крыму незадолго до правления Мехмеда II Герая, похороненного здесь, жил и работал великий османский архитектор Ходжа Синан, построивший прекрасные мечети в Гизлеве и в Кефе. Вряд ли, конечно, он мог сам спроектировать эту постройку, но кто знает, не оставил ли знаменитый мастер в Крыму своих учеников, которые и могли впоследствии выполнить эту работу.
наконец, 4-й мавзолей – Дюрбе Ахмедбея. Для кого и когда в точности он был возведен, остается неизвестным, хотя особенности архитектуры позволяют предполагать, что это одно из старейших зданий в Эскиюрте. Так же, как и в случае с мавзолеем Мехмедбея, он назван по имени с найденного случайно неподалеку памятника. В его нижний оконный проем вмурована мраморная плита. На ней полностью высечен текст краткой суры из Корана, которую принято читать на похоронах. Старые фотографии показывают, что прежде рядом с ним стояло множество надгробий. Вдали виднеется и невысокий минарет со ступеньками. Этот невысокий, отдельно стоящий минарет с 11 ступеньками и со остроконечной каменной кровлей сохранился до наших дней. Уже давно нет мечети, которой он когда-то принадлежал. Именно возле нее и располагалась главная святыня Эскиюрта, тот самый Азиз Малик Аштера, вокруг которого в праздничные дни собирались многие сотни крымцев. Малик аль-Аштар ан-Нахаи – реальный исторический деятель, живший в эпоху раннего халифата. Он был полководцем и близким советником халифа Али. В 38 году по хиджре халиф назначил его наместником Египта. Аль-Аштар отправился туда, но враги отравили его на постоялом дворе по дороге. Там же, в Египте, он и был похоронен. Со временем он стал очень почитаемым в исламском мире, в частности, в Восточной Турции. Там, в городах Караман-Мараш и Дiyarbakır, появились посвященные ему культовые постройки. Видимо, оттуда эта традиция перешла и в Крым. Здесь, в Эскиюрте, тоже появился Азиз его имени. В Крыму о Малик Аштере слагали красочные предания. В них рассказывалось, что Малик Аштер впервые прославился, победив дракона в Йемене. Затем он отправился проповедовать ислам в земли будущей Золотой Орды, в Крым и на Волгу, где имел немалый успех. После того герой двинулся на берега Днестра, где ему пришлось сразиться с царем джиннов, великаном по имени Салсал. Малик Аштер победил его, однако и сам был смертельно ранен. Он вернулся в Крым и умер здесь. А через много лет крымские дервиши обнаружили его могилу и устроили на ней Азиз. В 17 веке хан Мехмед IV Герай возвел для здешних дервишей мечеть Текие, а также благоустроил и само место, которое считалось могилой Малика Аштера и выглядело как ровная площадка с двумя каменными стелами неподалеку от стен мечети. К ней, вероятно, и принадлежал этот сохранившийся до ныне малый отдельно стоящий минарет. Место, где когда-то стояла мечеть, в настоящее время занято гаражами автошколы. В здании Текие еженедельно по четвергам и собирались бахчисарайские дервиши. Они совершали свои моления, круговые танцы, исцеляли молитвой больных. В народе считалось, что посещение Азиза Малик Аштера способно исцелить от укусов ядовитых животных, например, змей. Вероятно, в этом отразились отголоски предания о победе Малик Аштера над драконом. В 1914 году Али Мирза Тайганский построил здесь на свои средства новую мечеть, большую и просторную, с высоким минаретом. Верующие по давней традиции приходили к дервишам, и еще совсем недавно были живы старики, которые в детстве, в 20-х годах,
посещали здешние праздники и помнили, как в ночь рождения пророка Мухаммеда дервиши при большом стечении народа выносили на показ хранившуюся у них реликвию – сакал и шериф, то есть волос из бороды пророка. Однако приближался сталинский террор. Нетрудно догадаться, что стало с дервишеской обителью после депортации. Мечеть разрушили до основания в 50-х годах, а в старых мавзолеях были устроены склады и мастерские. Со временем вокруг старых зданий выросли новые постройки, а территория старого кладбища превратилась в заросший пустырь, где паслись гуси. В 80-х годах здесь был устроен рынок. Крымско-татарская общественность и целый ряд музейных работников выступали за перенос рынка с этого места. В 2003 году в Бахчисарайском историко-культурном заповеднике, где я тогда работал заместителем директора, нами был разработан проект музея на Азизе. Планировалось, что верующие смогут восстановить мечеть, а заповедник отреставрирует старые здания и построит на свободном месте новые музейные помещения для выставок о религиозных традициях крымских татар, о мусульманской культовой архитектуре, о музыке и литературе дервишей, о ханах-поэтах и о многих других уникальных аспектах культуры ханского Крыма. Противники переноса рынка отрицали, что здесь когда-то было кладбище, но архивные материалы говорили сами за себя. Торговля действительно шла на старых могилах. В конце концов, рынок был перенесен с территории кладбища. Это случилось в 2006 году, после острого многодневного конфликта между хозяевами рынка и крымско-татарскими активистами. Разного рода политиканы были рады объявить его долгожданным межнациональным конфликтом в Крыму. Однако здравый смысл возобладал, и рынок нашел себе другое место, а площадь Азиза все еще ожидает своего благоустройства. И если в одной из предыдущих серий мы с вами уже размышляли на тему того, что исторические памятники способны ощутимо влиять на ритм современной жизни, то Азиз Малик Аштера в Эскиюрте подает яркий пример этому. А теперь давайте вернемся к мавзолею Мехмеда II Гирая. У меня особое личное отношение к этому мавзолею. Неподалеку от него, в новых кварталах, стоит мой дом. Я вырос под этими стенами и хорошо помню, что с детства меня живо интересовало, что это за удивительное здание, столь не похожее на другие. В ответ мне рассказывали о татарском хане Мухаммеде Жирном, которому приходилось ездить сразу на 6 лошадях. Но этого было мало, и рождались другие вопросы. Кто такой хан? Что за люди татары? Где они теперь? Правильные ответы на свои вопросы я смог найти лишь много позже, уже выучившись на историка. Так, тень этого мавзолея подала первый толчок моему интересу к прошлому Крыма. И это определило мою судьбу. Кто знает, возможно, подобный интерес прямо сейчас зарождается и в ком-нибудь из теперешней детворы, что играет под этими стенами. Хочется надеяться, они вырастут неравнодушными. Эскиюрт с его гробницами и кладбищами – это отнюдь не город мертвых. Хранимая им глубокая историческая память через века с полной силой воздействует на нас, живущих ныне.